Здравствуйте, уважаемые участники Олимпиады Айконат. Сегодня мы с вами будем разбирать типы вопросов, которые встретятся во втором туре Олимпиады. Их всего 20 этих типов, начиная от легкого к сложному. Итак, начнем. Первый вопрос у нас гласит так: define the word, то есть определите слово. Далее нужно будет прочитать определение warning of imminent danger, неминуемая опасность. И далее даются слова, которые были собраны из данных букв. Данная категория вопросов относится к coding, то есть кодирование. Таким образом, этот вопрос будет проверять словарный запас участников, то есть учеников. Итак, warning of imminent danger. И дальше лаганрим, то есть это несурядица, просто набор букв. И дальше вам нужно будет определить именно такое значение, которое спрашивается. Warning of imminent danger. Далее у нас даются варианты marginal, alarming, ligerman, margarine, glaminar. То есть из этих 5 слов, из этих 5 вариантов в английском языке существует только A и B, marginal and alarming. Остальные варианты не существуют. То есть они даны лишь с целью запутать ученика. Итак, из этих букв у нас только может быть подходящий по этому значению слово alarming. Вот. Таких упражнений будет несколько с категорией coding. Здесь как бы и vocabulary, словарный запас проверяется, и логика, потому что нужно это слово еще и расшифровать, правильно составить слова. Бывают такие случаи, что здесь отдаются неправильно, то есть неполное количество или слишком много даются букв, а среди ответов недостаточно этих букв. Это тоже нужно обращать внимание. Будьте внимательны, пожалуйста. Следующий вопрос. Следующий вопрос – identification, то есть идентификация. Нужно определить выделенное слово в предложении, к какой части речи относится, либо чем это является и так далее. Данная категория относится к морфологии, то есть словообразованию. Давайте к вопросу перейдем. Identify the marked word, то есть выделенное слово. Вот оно у нас slowly. Ну, в принципе, это относится к уровню вопрос, потому что он очень легкий. На нем можно легко набирать баллы. David is a slow boy. Давид очень медленный мальчик. He walks slowly. Он ходит медленно. То есть, если на русский язык переводить, то, соответственно, мы понимаем, что рядом с глаголом walk должно употребляться наречие. В данном случае slowly это и есть наречие, потому что мы можем это видеть по суффиксу ly. Суффикс ly, который является указателем наречия. А наречие на английском это adverb, поэтому с легкостью находим и выделяем правильный ответ. Adverb. Другие ответы это pronoun, местоимение, adjective, прилагательное. В данном случае это не прилагательное. Прилагательное у нас здесь будет slow boy, который употребляется именно с существительными. Verb, глагол, здесь у нас глаголы is и walk. Infinitive, ну тут вообще нету infinitive, это инфинитивная, то есть первая форма глагола с частицей to. Итак, подобные вопросы очень легкие, на них не нужно много времени тратить. Очень легко, быстро читайте, отмечайте. То есть там может быть наречие, может быть прилагательное спросить, могут verb какой-нибудь спросить, или infinitive, или герундий, или причастие, либо какой-то глагол и так далее. Все это нужно определять. Это относится к морфологии. Нужно вам просто identify. Это все выявить. Следующий вопрос. Категория классификация. То есть classification. Данным вопросом можно проверить словарный запас, vocabulary, можно находить именно слова, которые выбиваются из ряда, либо дополнить какую-нибудь цепь, логическую цепь. В данном случае у нас нужно выявить то самое слово, которое выбивается из данного ряда слов. Это honest, hard, complicated, difficult. То есть
слова могут выделяться по разным категориям. Это может по смыслу, может быть по positive смысл, negative смысл, как антоним, синоним. Может быть слова, которые выделяются, относятся вообще к другой части речи. Например, все данные предложения, слова являются прилагателями, а лишь одно из них, например, наречием. Например, в данном случае у нас идет honest, hard. Honest – это честный, hard – трудный, complicated – запутанный, difficult – сложный. То есть можно понять, что hard, complicated and difficult все три слова дают одно значение, то есть они являются синонимами. Только honest – честный, в данном случае совсем из другого ряда, другое значение несет, поэтому будем смело отмечать его. Honest. Следующий вопрос. Это категория аналогии. Аналогии у нас уже встречались в первом туре. В первом туре как раз-таки это на проверку словарного запаса. Аналогии. Например, по аналогии lion is to meat, то есть лев для мяса, это как машина, as car is to. Соответственно, нужно найти подходящий вариант, который аналогично таким же является для машины, как мясо для льва. То есть мясо для льва является источником питания, поэтому для машины источник питания из данных слов это будет fuel. Соответственно, если знать значение всех этих слов, этот вопрос относится к легкой категории А. Но трудность в том-то и заключается, что здесь нужно все эти слова знать. Например, wheel – это колесо, muscle – это у нас мышцы, grease – у нас масло и road – у нас дорога. Можно, конечно, перепутать со словом grease, задуматься, да? Потому что grease у нас масло, но масло не является, это смазочное масло, не является источником питания для машины, а источником питания является таки бензин. Это fuel на английском языке. Поэтому очень правильно нужно аналогию набрать. Обязательно среди вариантов будет такое слово даваться, которое будет именно ее целью будет являться запутать ученика. Следующая категория. Категория use of dictionary, то есть как правильно пользоваться словарями. Здесь у нас данный вопрос может проверять фонетику, то есть чтение, потом транскрипцию, правописание, spelling, правописание, орфография и определение, definition. Давайте посмотрим наш пример. Так, извиняюсь. Вот, у нас здесь дана страничка из dictionary, то есть словаря. И дальше вот тут у нас идет, вот именно кто умеет правильно пользоваться словарем, либо нет, тут как раз все будет видно. Animal, animated, animation, animosity. То есть все идет в алфавитном порядке. Далее идет у нас транскрипция, если видите. Транскрипция, потом идет definition, то есть определение этого слова. В некоторых словарях еще дается и пример. В данном случае у нас без примеров, лишь только дается вот тут определение и транскрипция и определение. Можно понять, что у нас среди вариантов слово должно начинаться на А, потому что, смотрите, предыдущие буквы и закрашенные, и после закрашенного буквы все начинаются на букву А, то есть A. Соответственно, все варианты, которые не на A, можно логически уже их вычеркнуть. Например, inkle. Во-первых, такого слова-то нету. И, во-вторых, он начинается на I. Дальше uncle тоже убираем, потому что у нас очень сильно похоже на него. Ankle, если обратить внимание, тут у нас транскрипция. Ankle является существительным, обратите внимание. То есть это тоже очень важно. Среди вариантов не должно быть глаголов, либо других частей речи, а именно существительное. И дальше идет у нас определение. Вот этот ankle, the part at the bottom of your leg, where your foot joins your leg. То есть та самая часть, где нога соединяется со ступней. Поэтому здесь это будет слово ankle. Ankle, во-первых, даже если вы не знаете этого слова, можно по такому типу вопросов очень легко найти, определить это слово. Ankle по транскрипции, далее по дефиниции и, соответственно, по логике. Логика здесь гласит, что все начинаются на A.
Ankle. Здесь нету буквы «и», поэтому тоже его вычеркиваем. И ankle. Ankle. Тоже нету таких букв, поэтому тоже можно с легкостью, с уверенностью все стирать. То есть ankle. Стоит отметить, что в данном вопросе могут спрашивать также и spelling. То есть могут у вас дать слово, например, ankle здесь не зачеркнуто, а зачеркнуто, например, транскрипция, например, нету транскрипции. Либо нету части речи, нужно найти вам это, чем является. Либо дефиницию вам дадут, вот эту. Либо какой-нибудь пример. То есть нужно быть готовыми. Это чисто на способность использовать словари. Следующий вопрос, следующая категория вопросов у нас multiple choice. Вот, пожалуйста, multiple choice. То есть у нас даются вопросы, где очень много ответов даны. Вот они. Проверяют синонимы, антонимы, либо другие слова, словарный запас, другие слова, либо грамматику. Вот. В данном случае у нас find the adverbs of time. Наречие времени used in present simple tense. То есть, который употребляется во времени present simple. Для тех, кто хорошо владеет этой темой, всеми тенсами, очень легкий вопрос. Сложность лишь заключается в том, что тут даны варианты, где одни и те же варианты, слова могут смешиваться с другими неправильными словами. Поэтому вам нужно будет очень внимательным здесь быть. Давайте начнем отмечать. Present simple tense. On Tuesdays, обратите внимание, в множественном числе, значит по вторникам. Да, present simple tense – это tense, который регулярно происходит. Поэтому on Tuesdays по вторникам может быть. Далее, номер 2. At the moment. Это является adverb of time present continuous tense, поэтому он неправильный, его не отмечаем. Yesterday – это past simple tense, прошедшее время. Often – часто. Это регулярность у нас выявляется, поэтому тоже present simple tense подходит. 5. Ago – это past simple tense. In 2018 – это past simple tense, это годы, либо future tense. Future либо past, да. Rarely, редко, тоже можно употребить в present simple tense. И right now – это антоним at the moment, то есть в данный момент, прямо сейчас, это present continuous tense. Таким образом, мы нашли варианты 1, 4 и 7. Давайте посмотрим. 1, 4, 7. Вот он у нас. То есть отмечаем вариант D. Очень нужно быть внимательным. Кроме этого, можно спросить, как только что говорили, грамматика. Например, дадут предложение, где многоточие, и в многоточие нужно вставить либо глаголы, подходящие в тенсах, либо те же глаголы, только в passive voice, либо модальные глаголы, какие-нибудь фразовые глаголы. Можно спросить, например, найдите синоним какого-то слова, и тут будут даны много-много слов. Среди них нужно найти синонимы, антонимы, омонимы и так далее. Вот. Такие вопросы называются multiple choice, где минимум 1 правильный ответ, максимум 3.